На конкурс дети читают стихи. Чиндяева Оля, 11 лет, город Маркс. Отрывок из стихотворения Елены Липатовой «Елка Аленка». Аленка не взрослая елка, девчонка. У елки Аленки зеленая челка. Аленку купили на Рижском вокзале. Какая красавица, люди сказали. Шарами украсили каждую ветку и весело штепсель воткнули в розетку. Горели огни и блестели хлопушки, серебряный дождь и звезда на макушке, и бусы звенели стеклянные тонко. Весь день у окна простояла Аленка, смотрела во двор на деревья в снегу и думала: я все равно убегу. Аленка легонько толкнула защелку, поправила бусы, пригладила челку, ботинки примерила для маскировки, надела пальто и бегом к остановке. Сверкали афиши и хлопались двери, по улице мчались рогатые звери, гудели, пыхтели и фыркали страх, и люди сидели у них в животах. Аленка не взрослая елка, девчонка, по улице смело шагает Аленка. Вокруг незнакомые тети и дяди идут друг за дружкой, как на параде. Спросить бы дорогу, но право неловко. Висит на столбе буква А, остановка. «Ура!» – прошептала беглянка устала. «Автобус меня довезет до вокзала». Аленка не взрослая елка, девчонка. В салон незаметно прокралась Аленка. За чьей-то спиной притаилась в сторонке. «Чья елочка?» – крикнула дама в дубленке. «Моя!» – заявила гражданка в ушанке. От страха флажки затряслись у беглянки. «Неправда!» – вмешалась старушка в платочке. «Я елочку эту купила для дочки». Гражданка в ушанке схватила Аленку. Аленка упала на даму в дубленке. Старушка в платочке пихнула гражданку. Водитель сказал: прекратить перебранку. Тут дверь отворилась. Ура, остановка! Аленка протиснулась к выходу ловко, упрямо тряхнула зеленой челкой. «Я вовсе не ваша», — подумала елка. «Из дома ушла и от вас убегу в любую погоду, в метели, в пургу».